Якутия, Аймикон. Первые туристы стали приезжать сюда еще в конце 80-х и всегда зимой. В основном из Германии, США и Японии. Тогда никто не понимал, зачем иностранцам подобный экстремальный опыт. И любые разговоры о туризме в Якутии вызывали лишь скепсис. Долгая зима, бескрайние просторы, нехватка дорог, благоустройства и прочей инфраструктуры не располагали даже к мыслям о развитии туризма. Но уже после 2000-го, когда так триумфально стартовал фестиваль «Полюс холода», все, кто причастен к этой индустрии, стали понимать, именно холод – бренд номер один в республике. Ощутить его на себе теперь хотят любители нестандартного отдыха со всего мира и даже из других регионов нашей страны. И, как правило, едут за этим сюда, в Аймикон. Самый пик туризма наступает у нас январские морозы, то есть в январе и в феврале месяце. Сейчас, по данным наших предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства, они сообщают, что уже в январе у них вся гостиница уже полная, то есть люди бронируют, начиная лето и с осени. У нас самая холодная точка планеты, полюс холода, единственная в мире. И поэтому большой толчок даст именно Аймикон, полюс холода. Холод может притягивать. Популярные фестивали «Зима» начинается с Якутии, и путешествия на полюс холода с каждым годом приобретают все больший размах. С 2011-го полюс холода посетили туристы более чем из 70 стран, а также съемочные группы российских и зарубежных телеканалов, экстремалы в погоне за мировыми рекордами. Перед самым новым 2022 годом в Аймикон приехал блогер-путешественник из Саудовской Аравии Дакил Ахмади. Он посетил около 30 стран и ни в одной из них не бывал дважды. А вот в зимнюю Якутию он приезжает уже в 3-й раз. Правда, до полюса холода доехал впервые. Испытать себя на прочность и насладиться настоящим северным гостеприимством – вот чего ждут от Якутии туристы нового поколения. С этого года у любителей экстрима появится еще один повод посетить Якутию – первый фестиваль альпинизма недалеко от Уснеры. В нашем районе развивается событийный туризм. Уже который год проводится фестиваль «Полюс холода», и нынче в июне месяце пройдет фестиваль альпинизма у подножия горы Афродита. Это говорит о том, что очень много туристов, альпинистов, экстремалов посещает наш район. И, соответственно, в 2022 году будет организован фестиваль альпинизма в поселке Уснера Аймиконского улуса. Дебют еще одного значимого фестиваля туризма успешно состоялся минувшей осенью в местности Артадайду Хангаласского района. Из-за пандемии удалось собрать лишь ограниченное количество участников, но даже этого оказалось достаточно. Чтобы понять, вечная мерзлота в Якутии – это вечный повод приехать сюда и не только ученым. Мировое хранилище мамонтовой фауны интересует и искушенных туристов, и даже самых юных. Якутия знаменита именно палеонтологическими ценностями. Это, как говорил, 500-300 миллионов лет. И даже до этого миллиардные есть такие цианобактерии, это где-то миллиард лет. И вот до мамонтов. В основном народ знает про мамонтов, но есть такие уникальные вещи, которые можно тоже привлекать туристов. Например, вот те же архосиаты, трилобиты. Вот мы давно работаем, сотрудничаем с гонконгскими школьниками. Они до пандемии приезжали 3 года подряд и с нами ходили в походы. Гости фестиваля, туроператоры из Италии сразу оценили потенциал Якутии и уверенно ответили, что готовы привозить своих туристов в эти края именно зимой. Но необходимо изучить более тщательно вопросы безопасности. Да, зима нас интересует больше, и весна тоже. Здесь потрясающе интересно. Природа великолепная, но нужно изучить инфраструктуру, насколько здесь комфортно и безопасно будет нашим туристам.
Но не холодом единым. Как оказалось, летняя Якутия не менее притягательна. Сотни туристов желают покорить высоты Ленских столбов, увидеть вечный ледник Булус и другие живописные места. Не случайно два тур-маршрута именно по Эмиконскому и Хангаласскому районам стали победителями всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию». При этом летний 4-дневный тур «Открой неизведанную Якутию» по хангаласским достопримечательностям вошел еще и в десятку туров национальных брендов. В ходе этого конкурса мы участвовали где-то полгода, почти что, начиная с июля конца. Мы разрабатывали этот тур, улучшали, где-то убрали что-то, где-то добавили. Но по большей части мы объединили два хороших тура, и получился у нас 4-дневный тур. Тур начинается с города Якутска, с экскурсиями по городу Якутска, с разнообразными, по нашим музеям и ресторанам. Затем мы продолжаем тур в село Булгняхтах, это где Тукуланы, Бизанарий. Потом посещаем Ленские столбы, Синские столбы и посещаем наши две турбазы. Все эти громкие победы на федеральном уровне дают самое главное – помогают привлечь в Якутию туристов из других регионов и вывести бизнес на новый уровень. В конкурсе победа не означает там какой-то денежный приз, да? Они там по большей части имиджевая поддержка, информационная поддержка, маркетинговая поддержка. Они будут делать рекламу моих туров через всякие агрегаторы туристические, через сайты продаж. То есть для того, чтобы туда попасть и делать рекламу, таргет, тот же контекстная реклама, это очень дорого своими силами. Поэтому такая поддержка очень нужна. Другими словами, они будут мне находить туристов. Вот в этом и будет самая главная поддержка, информационная поддержка. Век соцсетей, информационная поддержка – это то, что так нужно предпринимателям. Победительница гранта главы республики, популярная блогер Сусанна Рожина защитила проект как раз по поддержке малого и среднего предпринимательства в области туризма. Моя первоочередная задача в рамках этого гранта – это показать, что предпринимательство, там как раз-таки в национальном проекте это тоже прописано, что необходимо больше привлекать людей в бизнес, чтобы люди хотели заниматься бизнесом. Соответственно, моя первоочередная задача будет показывать, что люди могут прийти в бизнес и нормально развивать свое дело в бизнесе. Вот, это первое. Во-вторых, естественно же, это раскрытие тех предпринимателей и освещение их деятельности, тех предпринимателей, которые сейчас уже в бизнесе. Таких предпринимателей у нас очень много, и, соответственно, моя сейчас первоочередная задача – это показывать их, рассказывать о них, чтобы люди брали у них пример и тоже шли в бизнес. Я хочу... То есть не то, что хочу, я уже буду ездить по районам республики и показывать те места, тот туристический потенциал, который есть в каждом районе. Он есть абсолютно в каждом районе, независимо, центральный это район, южный район, северный, арктический, западный, восточный, он есть в каждом районе. И просто необходимо найти ту изюминку в каждом улусе и показывать и раскрывать его. И на самом деле потенциал есть у каждого района. Внезапно в соцсетях, благодаря опять же блогерам, выстреливают совершенно неожиданные локации. Так, прошлой зимой и весной десятки авто из Якутска поехали в Тампонский район в поисках удивительных ледяных водопадов. Никакие морозы не отговорили столичных красавиц от экстремальных фотосессий на фоне заснеженных гор. Якутскими Сочи называют амгинцы побережье родной реки. Летом сюда приезжают со всей республики. Рыбалка, речные прогулки на моторках и даже бананах. Местные предприниматели активно развиваются. А запись в турбазы начинаются за 2-3 месяца до сезона. Народу много приезжает. С марта я начинаю работать. У меня с марта в основном мои земляки, балагурцы приезжают, отдыхают, а летом с июня. Большой поток бывает с июня. Ага. И заранее здесь места забронировать надо. Я открыла в 2018 году по дальневосточному гектару, получила землю и открыла гостевой дом на 10 мест. Так, у меня услуги катания на моторке. И здесь все необходимое есть. С собой нужно только брать постельное белье и еду.
В Амге можно не только купаться и рыбачить. Еще одно интересное направление – агротуризм. То есть у жителей городов будет возможность насладиться деревенским бытом сполна, научиться доить корову, делать сыр, масло. То, что сыр, приготовленный своими руками, будет вкуснее любого другого, даже сомнений нет. Хотелось бы вектор взять все-таки еще плюс агротуризмом заняться, потому что мы все знаем, что Амга является жемчужиной Якутии. Здесь очень много туристов, туристы не охваченные. В принципе, в этом направлении нам суждено работать, я думаю. Здесь у нас имеется в Покровке хорошая туристическая база. Но хотелось бы немножко отклониться в агротуризм, чтобы люди приехали, посмотрели, попробовали, подоили, что надоили, сделали там, допустим, сыр, попробовали тут же, да? Ну и чтобы дети контактировали с животными. Агротуризм, туризм промышленный, палеонтологический, экстремальный, гастрономический, событийный, горнолыжный, культурный. Помимо живописной природы и экстремального холода, в Якутии много удивительного и поистине уникального. Есть что показать гостям и есть чем их удивить. Сейчас крайне важно привлекать в эту индустрию как можно больше энтузиастов, предпринимателей. Вообще туризм, да, он как бы дает очень большой экономический и косвенный эффект. Не только доход приходит тому туроператору, к которому приходят туристы, да? Нет, не так, потому что все туроператоры работают с многими туроператорами, со многими кафе, ресторанами, музеями, гостиницами, турбазами. Поэтому эффект от того, что будет много туристов и будет такой большой кластер, развиваться кластер. Если развивается кластер, то и будет инфраструктура. Мне кажется, это даст очень хороший и большой косвенный эффект на экономику региона, мне кажется. Идея создать единое пространство в республике может стать прорывом в развитии туризма. Предпосылки уже есть. Буквально в минувшем году Якутии удалось заключить соглашение с корпорацией «Туризм РФ» на строительство аж 8 туристско-рекреационных кластеров. В рамках этого соглашения в Якутске будет отстроена огромная гостиница. Запланировано строительство и других объектов, в том числе дорог. И это коснется сразу нескольких районов. Нет, наверное, ни одного региона в России, по крайней мере, из того, что я в последнее время вижу на портале корпорации «Туризм РФ», никто не заключал сразу на 8 туристско-рекреационных кластеров. Мы уже очень активно работаем с корпорацией «Туризм РФ» по гостинице на почти 200 номеров. Это будет очень большой комплекс, и не менее крупный комплекс появится также в Фангалском районе, прямо напротив Ленских столбов в местности Батамай. Шикарный абсолютно вид, очень высокая точка будет у гостиницы. Там мы сейчас проектируем котельную, проектируем очистные сооружения. Я лично выезжала на местность, мы с проектантами смотрели территорию, где мы, собственно говоря, сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. И мы делаем там всю обеспечивающую инфраструктуру как раз для того, чтобы туда заходил инвестор и строил там хорошие, интересные объекты, в том числе гостиничные комплексы. Ведь как бы ни привлекали туристов настоящие морозы и северная аутентичность, сохраняющаяся в Якутии, инфраструктура действительно необходима. Уличные туалеты зимой, конечно, вызывают у иностранцев неподдельный интерес, но пользоваться они предпочитают все же благами цивилизации. По этой части не очень развито. Хотелось бы, чтобы было лучше, потому что по инфраструктуре у нас немножко туалетов не хватает в тех местах, где нужно. Не хватает по дороге хороших ресторанов, кафе. Поэтому мы начали, скорее всего, первые туроператоры, которые начали строить свои турбазы, чтобы было удобно нашим туристам. Дороги, гостиницы, теплые туалеты, придорожные кафе. Работы предстоит много. Лиха беда начала, а оно уже положено. Однако некоторые якутяне не рады потоку гостей, ведь сотни туристов могут легко и быстро превратить любое популярное место в стихийную свалку. Туроператоры спешат успокоить. С ними якутской природе ничего не грозит. Операторы контролируют своих туристов и убирают за ним. Больше проблемы мусора от охотников и местных стихийных отдыхающих, заверяют они. Это вообще неправильная версия, да, как сказать. Наоборот, с туроператорами, когда туроператорами, с организацией, когда идут, наоборот, мы все убираем, мы даже убираем, который уже был мусор, не наш мусор. Мало того, что мы забираем свой мусор обязательно, и собираем еще и мусор, который там уже остался от охотников, от местных туристов, мы все это собираем.
И не может быть такого, чтобы если много туристов будет и мусора будет много, нет. Мне кажется, это неправильно. Мы сами будем относиться, как хотели бы относились наши туристы, которые приезжают. Если будем так относиться мы бережно и трепетно к нашей природе, то я думаю, тоже, если гости тоже, если приедут гости, они увидят, как ведут себя местные жители, так и они будут относиться. Если мы будем везде гадить, выбрасывать мусор, то они это посмотрят и тоже зеркально может отразиться именно в природе. А в Министерстве предпринимательства и туризма республики вовсе уверены, минус нашего региона, его отдаленность, его труднодоступность и есть главная защита от любых вандалов. В стратегии развития туризма Республики Саха-Якутия очень правильно выстроены потоки. То есть мы не про какой-то массовый туризм, мы про вдумчивого, ответственного туриста, который понимает, куда он едет, который готов уважать традиции. Здесь мы очень грамотно, через туроператоров как раз, поэтому очень важно развивать именно своих туроператоров, разъясняем туристу, как ему нужно вести себя, насколько важно не мусорить, насколько важен принцип устойчивого туризма, потому что нам эту территорию оставлять нашим молодым поколениям. Да? И вот как раз корпоративный туризм, это, мне кажется, будущее Якутии, когда к нам будет приезжать модно. Не будет в Якутии никогда дешевого туризма. И в этом не наш минус, в этом наше преимущество. Мы тем самым сохраним свою природу. Возможно, дорогой корпоративный туризм действительно сможет привлечь в регион крупных инвесторов. А значит, это будет существенный вклад в развитие экономики Якутии в целом. Сейчас понятно одно. Туризму в республике есть куда развиваться в любом случае, ведь пандемия наглядно показала, что якутяне и сами готовы открывать для себя бесконечные просторы родной республики и вкладывать в это и время, и деньги. Ловите топ самых популярных якутских локаций. И это действительно наше богатство, огромная территория, прекрасная природа, национальная культура, аутентичность, северное гостеприимство, жаркое лето и суровая зима. Все то, к чему мы привыкли и от чего порой устаем и даже убегаем. Именно это притягивает сюда тысячи людей со всего мира. Магия Севера.